Энергетическая безопасность Кыргызстана может быть обеспечена за счет развития строительства малых ГЭС. Они не требуют больших капитальных затрат и в предгорьях, где много небольших рек, могут возводиться десятками. Мощности такой станции достаточно, чтобы обеспечить потребности микрорайона с населением в несколько тысяч человек. Если ГЭС будет больше, даже Бишкек с миллионом жителей может отказаться от услуг ТЭЦ, экономя на угле и мазуте, сохраняя экологию. Эта небольшая гидроэлектростанция построена еще во времена Советского Союза. Объект долго простаивал. Год назад его реконструировали частные предприниматели. Иногда ГЭС приходится останавливать, чтобы провести профилактические работы, очистить канал и укрепить берега. В это время подача энергии в сеть компенсируется за счет других станций. Это сердце ГЭС. По сложной системе вода поступает на лопасти турбины и вращает генератор. Далее по каналам она уходит на полив полей. Дешевый, самое главное, абсолютно безвредный для экологии способ получения энергии. Станция вырабатывает 1 миллион киловатт-часов в месяц, способна бесперебойно обеспечивать светом населенный пункт с 15-тысячным населением. Преимущество что? Быстро можно построить, относительно небольшие затраты, быстрая окупаемость. Самое главное, маленький обслуживающий персонал, затрат практически минимум, то есть дешевая электроэнергия. В Кыргызстане за счет частного капитала восстановлено уже более десятка таких станций. Еще, по крайней мере, столько же объектов, возведенных во времена Союза, ждут своего часа. В Бишкеке обсуждают различные способы привлечения партнеров для строительства станций. Пока инвесторы не торопятся, их смущает то, что вся электроэнергия поступает в общереспубликанскую сеть. Бизнесмены опасаются возможных проблем с учетом и оплатой за поставленные киловатт-часы. Кроме того, в Кыргызстане тарифы на свет регулируются государством. Сейчас цены таковы, что затраты окупаются далеко не сразу. И это еще один фактор, препятствующий развитию малой энергетики. Цена, устанавливаемая государством, она не позволяет малым станциям окупиться за 8 лет. То, что в законе самом прописано, что за 8 лет должно окупиться, и инвестор должен получить обратно свои деньги. Это на практике получается не так. В течение 3 лет в Кыргызстане планируется строительство еще 40 таких станций. Если проект будет реализован, специалисты говорят, что страна преодолеет энергетический кризис. Малые ГЭС смогут полностью обеспечить потребности населения республики, а энергетические гиганты будут работать на экспорт.